Вот. Да? Вопросы мы еще хотели обсудить. Нет, ну я скажу, значит, о наших, значит, дальнейшей работе. Значит, семинары будут, но мне кажется, настало время, тут появилась молодежь, нам провести собрание отчетно-выборное, переизбирать правление и возобновить несколько вопросы с членством, с отбросами и так далее. Вы не против этого? Так что где-то через месяц, может быть, мы проведем отчетно-выборное собрание, изберем, переизберем правление и наметим план на год. Предложение по теме, по одной. Не то, что я там докладчиком хочу быть, потому что у меня опыт маленький. Вот. Борьба с клещом ВРА, да? Чтобы понимать, что такое ВРА, что такое ВРА-деструк, чем отличается клещ ВРА 80-х годов от сегодняшнего дня, какие методы борьбы были, которые есть сегодня. По болезни либо Колдмина, либо Ледомский, либо еще кто-нибудь пригласим. Значит, вот следующий семинар тогда поэтому и проведем. Да, но так надо, чтобы не только как бы общую информацию, да, ну, допустим, сейчас очень много препаратов, допустим, конечно, анализ всех препаратов, да, например, чтобы человек сам мог пропитывать у себя на пасеке картон. Говорят, очень эффективный метод, ну, чтобы многие, кто-то не читает, не смотрит, эти методы есть. КАС-81, химия и как она работает. Вот, как работает химия, которую мы применяем после клеща ВРА на воск, на матку. И эти все вопросы же очень интересны для всех. А то ведь у нас любой человек спросит, о, да я полоски ставлю, а что у него с воском происходит, никто не знает. То, что воск у нас сейчас в Удмуртии и вообще в России воска нету, потому что весь воск пропитан химией. Понятно. Значит, вот этот вопрос мы вынесем на следующее собрание. Евгений Васильевич. Это, ну, воротоз, и борьба с ним и влияние химических препаратов на качество медопродуктов. Да, да. Вот это вот. Это особенно важно. Борьба с ним. Да? Ну вот скажите. Евгений Васильевич, ветеринарного врача, который отвечает за пчеловодство в 3 районах, Малопурдинский, Ашурбонинский, Завьяловский, можно пригласить Иванов Василий Давайте. Иванов Василий Никонорович, допустим, это как Иванов? Иванов Василий Никонорович, да. Он отвечает за пчеловодство, направление у него закрепленное. А телефон? Ее у меня в кармане. В кармане. Да. Все. Все, потом. Нам уже протокол собраний надо вести начинать. Да, это Конечно. Так, Тогда это ну уже ладно. как бы Ну, общественное значит, пока собрание. тут вот наливают алкоголь. Может, еще есть предложение, я запишу и составлю протокол. Давайте. В следующий раз Все, потом. Все. Вот у нас сегодня первое собрание этого года, да, мы заходим в зимний сезон. Еще тему, которую хотелось бы поднять в течение года. Не обязательно там в январе или в январе. Воск и работа с ним. То есть, ну, кажется, что-то пошел, вытопил там, что-то сдал пчеловодную контору и все. Вот, что еще можно с воском делать у себя на пасеке? Возможно ли делать вощину у себя самого, или это нерентабельно? То есть, как бы я вот этот вопрос могу на себя взять. Хорошо, это замечательно. Я все говорить, я все записываю, я потом Да. печатаю вам. Ну, пока другие какие-то предложения все делают, я скажу, что еще у нас новенького произошло. А сайт? У нас сайт, в общем-то, заработал, Игорь. Да. Там с других сайтов люди говорят, давайте объединимся, вы наш материал, мы ваш материал. То есть вот это приятно. Я об этом собрании там узнал. Потому что вы мне тогда сказали, день рождения поздравляю, 1 декабря соберемся. Никто не звонит. Ну, зашел на сайт, все, висит тема, все классно, 15 декабря. Да. Так что очень здорово. давайте материалы в сайт, пожалуйста, не стесняйтесь. Фотографии какие-то о себе, о пасеке, ну, все, что хотите, что привлекает к нашему сайту других людей. Вот. Вообще хорошо, если бы ролики еще бы слали. Ну, ролики, да, ролики. Мы же поставляем ролики. А, если у вас есть какие-то ролики о вашей пасеке, видите. У нас же канал есть YouTube, туда бы можно размещать. Мы разместили на ютубе ролики. Значит, хорошо нам помог, наверное, Петровские лекции. Вот Они привлекли внимание. Предлагаю пригласить врача, Может быть, еще есть предложение. Давайте всех
послушаем. Все-таки люди пришли, наверное, у всех есть... Извините, какая-то вопросик, а вы вопрос по паспортизации записали? Паспортизация пасеки. А это как без легализация, это легализация Ну, пасеки. напишите легализацию. Да. Нет, это зачем легализация? Паспортизация это Вот что, лучше. да, к кому обращаться, как это делается. Потом тоже Может быть, пригласим это весы, спецуправление, справки а? Да, да. на продукцию. А кто там сейчас? Перевозчик вы был раньше? Какое управление? Ну, ветуправление. Это Котельников Николай Николаевич. Котельников. Все. Николай Николаевич. А еще я хотел вот тему Что еще есть? обсудить, как в промышленных пасеках работают вообще противороевые мероприятия, как делаются в больших пасеках. Ну, мы же приглашать будем людей, вы спросите. Система. Значит, у На нас самом там деле, вы есть- знаете, вообще можно любому поручить, да? Ну, Да, я в контракте. смотрел. Потому что сколько раз я в жизни мне что-то поручали, потом начинал готовиться, изучал этот вопрос. Поэтому я вообще предлагаю, если мы хотим стать обществом, да, то не стесняться и брать на себя какие-то вопросы. Потому что когда ты начнешь к нему готовиться, ты будешь вынужден поднять информацию, Совершенно прочитать, верно, посмотреть, совершенно подготовиться. верно. Таким образом, уровень наших знаний Да, будет да. возрастать. Да. Потому что мы пригласим какого-то одного пчеловода, пусть у него 300-400, но это только опыт одного человека. Конечно. А в литературе этих опытов можно тысячи набрать. Тем более И они- нам YouTube-то в помощь, там что только нету. Ну, Да, смотрим. да. Теперь еще хочу буквально 30 секунд. Я сейчас в управлении сельского хозяйства перешел в удмуртские семена главного агронома, которым занимаются медоносами, не идольник, оставляешь? фасели и так далее. Вот, Которые в Октябрьском, да? да, на станции, Первомайском. Первомайский. Да. Вот телефоны мои знают, вот Николай Пантелеич, телефоны мои есть. Да. Источник. Ладно, хорошо. Иванов. Это же тоже все как обмен опытом. Это очень интересно. Мы там молодые, очень молодые. Вот один вопрос я хотел бы пожаловаться. Значит, у нас все готово для того, чтобы в научном плане и даже технически, чтобы проводить пыльцевой анализ. То есть определение ботанического происхождения меда. Но нет человека, оператора, лаборанта. Я не могу найти такого человека, который это бы делал, но он немножко должен делать бесплатно. Буквально месяц. Через месяц пойдут заказы. И тогда можно будет ему платить за это. Есть центрифуга, есть микроскоп, есть атлас для сравнения значит, микроскопических снимков с атласом, откуда это что мы, чему соответствует данная пыльца. То есть вот эта работа проделана, диссертация написана, но нет человечка вот, такого простого. А я думал, Петышин занимается этим А? вопросом, нет? Думал, Петышин занимается, не занимается он? Ну, он бросил. Он бросил, у него много забот по пасеке, он бросил. Мы ведь когда... Нет, он если поможет, он найдется это человек. передаст свой опыт, но надо уровень, просто лаборантка нужна, и все. Может быть, это где-то при Министерстве сельского хозяйства, я не знаю, к кому обратиться. Давайте, вам лаборантка нужна, да? Да. Удмуртский Ну а что, напишем как есть, Надо но было сказать. обманывает там. Виктория, надо было сказать, нам лаборантка нужна, а вы сказали мне. Нам нужна лаборантка. Студентов может привлечь Пыльцевой анализ делает. И если нам всем или нужно сельхозакадемия. в общество-то денег закинем на эту У нас лаборанту. целая Давайте сделаем, а? Академия, правильно. Конечно. Ну все готово. Студентов полно. А? В сельхозакадемии студентов полно. Да, конечно, они там... Ну давайте мы... Вы видели студентов, идущих по это самое? Это нормальные студенты там есть. Нет, ну в смысле, да. Они Но не нормальные, в смысле пыльцевого анализа. Ну как научим, ведь Не, ну что? задача стоит, но у меня пока предложить нечего. Ладно, мы закинем Надо пока подумать. вопрос. Да, у меня Пожалуйста. пока нечего. Как Еще вариант. у кого какие боли? Есть помещение, есть центрифуга, есть микроскоп, все есть. Самое главное, есть методика. Петышин И методика сказал, есть. лопу надо. А? Лопу еще сказал, Петышин надо. Еще лопу надо приобрести. Да, есть и лупа, все есть. Там на окуляр надо купить оцифровку, то есть веб-камера, и чтобы быстрее сразу было. в компьютер заносили с пыльца вот это. Ну, будет девушка, мы купим это.
Пока не для кого покупать. И вообще, так, идея, короче, ни о чем. Вот, ну, как идея. Есть такой метод определения заклещенности семьи. Один из методов самый простой. То есть берешь пчел, толкаешь их в коробочку из DVD-диска, и они как раз там 6 миллиметров, они, короче, не могут переворачиваться. И считаешь клещей. Ну, допустим, берешь туда, натолкал там 100 пчел, да, посчитал клещей, понятно, заклещенный. Посчитать сложно. Какую-то бы программку разработать. Хорошая вещь. Во. Программку разработать. Человек принес своих пчел, в этом DVD-диске отдал, и он под микроскоп, фотоаппарат, Александр, пчелок посчитал, увидел, я не знаю, как... возьми меня в соавторы. Да не, я просто это... Значит, смотри, клещ красный. То есть мы включаем это самое красный цвет, фильтр, и на экране будут только точки клеща, и все, и Значит, считаем. давайте метод разработаем определения заклещенности семей таким образом. Потому что реально, мы сейчас как считаем клеща, да? Поставили полоску или еще какую-нибудь штуку. Ну, понятно. Потом засунули туда какой-нибудь белый ватлан, намазали его вазелином. Потом этих клещей считаем. Но есть же, это как бы тоже вариант, да, но заключенность семьи можно и так определить. Я в этом году даже собирать пчел начал. Думаю, каких там этих клещей-то найду? Да это надо сидеть там с лупой, смотреть, плюнул, короче, не стал. А вот метод бы какой-то найти. Это просто как идея для думания. Давайте еще. Как же это? Ну, Это же ладно. коллективное Ладно, сознание я сейчас запомнил. работает очень хорошо. Это надо же выдать курсовой Ну, проект на или трехмелом бакалаврскую расходе работу. хорошо. Да-да. На трехмелом Ну, она расходе наша хорошо специальность писать. подходит. Это распознавание образов называется. Вот там труд. Видите, вы там как бы в теме. А образцы с вас? Пчел, да? Ну, она скажет, дайте мне образцы. Да, мы все знаете, какие мастера разводить клеща. Я беру обычно 10 минут. И считаю, сколько людей детей, а потом умножаю на это. И вот только так считаю. А еще, ну так вот, пока тут что-то у нас тихо очень все идет это дело, выпить хочется уже. Значит, я сделал из досок дюймовки на сечение 300, вот такое, ну как дупло, вот такой высоты, 1,5 метра. Заселил туда рой, 2 дырочки вверху, внизу, 25 миллиметров. Значит, он весной позапрошлого года туда заселился, зиму перезимовал, и оставил я на улице. Когда я разгребал, значит, снег под ульей, они высунулись, это было в марте, посмотрели и опять туда зашли. Значит, оба лотка заделанные полностью прополисом и маленькая одна дырочка. Где, вверху или внизу? Вверху. Внизу дырочки нет. Вот. Нынче я даже вывозил вместе с пчелами, они там что-то летали. Сейчас опять я их поставил на пасеке под снег. Опять они, не знаю, что там делается, но живут. Ни мед не проверяют, ничего не проверяют. Вот живут и живут. Вторая зима пошла. Юрий Васильевич, то есть у вас сейчас там они натянули языки, да? Там были маленькие заготовочки рамок, это рожедолона. Ну, маленькие, значит, вот такие 300 на 230. Сейчас, наверное, там уже языки, конечно. Между языками интересно померить. Когда будете снимать, меня позовите. Ладно. Померим расстояние между языками. Интересно очень. Хорошо. Как расстояние межрамочное пространство, они сами тянут в центре гнезда. Это интересно. И размер ячеек тоже. Там же уже не вощина их ограничит, они сами выбирают размер. Там вообще такой разбег, я в этом году смотрел. Там, Да. Там вообще нету никаких правил. Точно. Они вот там вот заворачивают, космос такой же. Да. Я расскажу так уж. Никак не могу отказаться от ловли раев. Я уже 2 раза, у меня сучок ломался, я же подтягиваю ноги сначала, вот так, а сучок ломается, я на 2 раза падал на спину, я ходил по году, но все равно вот сейчас лесенку, правда, сделал, и нынче рой, я не мог туда проехать, там заросло, я ждал, когда выкосят, выкосили поздно, я не мог оттуда снять, потому что он очень тяжелый, там было, ну я не знаю, мы вдвоем на жерде несли это, но на килограмм 40 было. Вот такой вот это самое, они набрали меду. Я принес его, значит, это самое на пасеку. Я понимаю, что такое вскрыть там. Там же тоже все это вот так вот перепутано.
Я приподнял, нести в зимовник тоже тяжело, уже килограмм 50, я так и оставил. Еще вот одна ловушка оставлена на зиму, вот с таким большим количеством меда. Было желание вытряхнуть их всех на подмор, а мед выгрести, ну, преодолел это желание, пусть еще поживут. Желание было правильное. Да, и я теперь, значит, в прошлом году сделал, сейчас, 30 ловушек новых из фанеры. Пока я их делал, ставил на балкон. Вот здесь я живу, школьная 27. В одну ловушку привился рой. В городе? В городе, да вот тут, да. Вот. Я его за работу одному отдал, он мне помогал. Все, нынче я думаю за зиму еще ловушек 50 так вот сделать. У меня заготовки уже готовые. Вот. И расставлять их с помощью молодых людей, школьников и так далее. По всей Удмуртии. Ну там, где у меня точки есть. Давайте запишем это. Школьникам, а что их задействовать надо, а то в интернете Да, пропадут. конечно, Что конечно. думаете? Что сделать школьникам? Дать ловушки, чтобы помочь поставить и наблюдать. А когда появятся раи, купить у них это. Заплатить им за наблюдение. Ну, это отдельная тема. Ну что, я кончил.